Альфред Кох, рассказывает немецкому журналисту Борису Райчустеру о ситуации в Америке, выборы и так далее. И плавно они переходят на вопрос, сейчас я вам его включу, чтобы вы тоже видели вот этих двух прекрасных людей. В Розенхайме живет Алик Кох, который, кстати, обещал на меня написать заявление, подать заявление, чтобы его юристы займутся моим вопросом. Но не хватило духа у этого мерзавца. Я еще раз называю тебя мерзавцем и соучастником геноцида, Альфред Кох, геноцида чеченского народа. И я уверен, ты понесешь ответственность наравне с военными и политическими силами в России, которые совершили тяжкие преступления против моего народа. И если у меня будет хоть малейшая возможность, и твоей фамилии там в этом списке каким-то боком может оказаться, не будет оказано, я сделаю все возможное, Альфред Кох, чтобы твоя фамилия там обязательно была. Если у меня будет хоть малейший шанс, а у меня он будет, поверь мне. Так вот, они тут рассказывают про разные эти вещи. Я так понимаю, Альфред Кох является большим другом Бориса Райчустера. Борис Райчустер долгое время прожил в России, у него жена, по-моему, русская, и какой-то он странный. Канал Ост-Вест тоже хорошо известен, это античеченский, прорусский, пропутинский, хотя он пытается завуалировать себя. Пытался он вначале от имени евреев говорить, такой, там были некоторые ведущие евреи. И после того, как, видимо, я об этом говорил еще, я думаю, евреи отреагировали, и как бы они уже поменьше уже такую еврейскую тематику здесь пытаются использовать, да, эксплуатировать, скажем так. Потому что это очень удобно в Германии, эксплуатировать, это такой весь хороший человек и демократ. И некоторые этим очень хорошо пользуются. Так вот, тут они обсуждают, и тут плавно переходит вопрос о событиях во Франции. Посмотрите, что говорит Борис Райчустер и что говорит военный пособник военных преступлений и геноцида в Чеченской республике Ичкерия Альфред Кох, который тут является бизнесменом и чуть ли не большим политиком. Хотя в последнее время он вообще все хуже и хуже выглядит. Видимо, стареет. Или, может, его совесть начала мучить. Давайте минутку внимания. Самое главное. Альфред Кох — это наконечник стрелы, которой было уничтожено последние ростки свободы слова в России, в том числе НТВ. Да, хотя, конечно, НТВ это тоже под колпаком ГИБНИ, КГБ это все контролировалось, ФСБ, но какая-то свобода слова, какая-то честь журналистов у коллектива НТВ имелась. Они русские, они за русских там и так далее. Они испугались и не стали дальше продолжать биться за свои принципы. Некоторые переобулись, некоторые затихли, замолчали, некоторые так делают вид, что они сопротивляются. Никто не сопротивлялся. Ну, давайте посмотрим, как убийца свободы слова и уничтожитель свободы слова Альфред Кох рассказывает журналисту о свободе слова. И журналист, ну, его друг, видимо, может и даже в каком-то степени и спонсор, не возражает. Борис Райчустер не говорит: как же так, уважаемый Альфред Рейнгольдович, вы же были самым главным уничтожителем свободы слова. От прекрасного Бориса Райчустера мы так и не услышим. Внимание. Это вообще проблема сегодняшнего, скажем так, этапа развития западной демократии состоит в том, что у западной демократии большие проблемы со свободой слова. Громадные. И французы с той ситуацией, когда там людям отрезают головы за то, что они там демонстрируют школьникам карикатуры на пророка Магомеда, это ярко этому свидетельство. Там большие проблемы со свободой слова. Там большие проблемы свободы слова, потому что туда Альфред Кох не добрался.
Как только он доберется до Франции, во Франции не будет проблем свободы слова, проблем со свободой слова и вообще свободы слова там никакой не будет. И Борис Райт-Шустер по этому поводу нисколько не возражает. А большие проблемы со свободой. Большие. Это точно Это точно поддакивает Борис. Это не такой простой вопрос. Не такой. Потому что там действуют эти законы или не действуют, это не имеет значения. Но во всяком случае были попытки в той же самой Франции со стороны законодательных органов ограничить свободу слова. Например, там нельзя, есть запрет на... Здесь стоит пояснить, опять же, уже который раз во время своего эфира мне приходится пояснять, что, конечно же, оскорблять религию нельзя. Ни ислам, ни христианство, ни иудаизм, ни какую-либо другую религию. Вообще, ни атеистов даже нельзя. Пускай кто как хочет исповедует. Это свободная французская страна. И здесь, конечно же, идет такая подмена понятий. Вроде бы защитник ислама, защитник свободы слова, да, потому что никакая это не свобода слова, реально оскорблять чью-то религию. Но вот здесь Кох, чтобы было понятно, какую роль играет Кох. Отрицание Холокоста, да? Да. Есть запрет на отрицание геноцида армян и так далее, и так далее. Там, эти законы то принимаются, то отменяются, но так или иначе, французские законодатели совершенно спокойно позволяют себе обсуждать вопрос ограничения свободы слова. Окей, хорошо это или плохо, оставим пока это за скобками. Могу сказать свое мнение, что это плохо, ограничивать свободу слова. Но если вы сами себе говорите о том, что этот вопрос обсуждать можно, и даже какие-то законы на эту тему принимаете, то почему вы утверждаете, что свобода слова – это абсолютная ценность республики, и вы никак не сможете от нее отступить в отношении мусульман? Почему в отношении евреев и армян можно отступить от свободы? Манипуляция такая, манипуляция. Или тогда вообще не отступать? Смотрите, что скажет Райт-Шустер? Те редко голову режут. А так вот, слышали? Слышали? Борис Райт-Шустер, независимый журналист такой, говорит, ну про Израиль, про Холокост нельзя, говорит, про христиан, там, про армян нельзя. И говорит, а почему? Потому что те редко голову режут. Так вот, Райт-Шустер, Борис, мы с тобой знакомы, да, если когда-нибудь ты увидишь это видео, или я при встрече тебе это обязательно скажу. Так вот, мусульмане тоже не режут голову. Вот человек, который перед тобой сидит, вот он призывал резать чеченцам головы. И не вести переговоров, а уничтожать. А русские у нас резали головы, Борис. Да? И вот, наверное, ты, находясь тогда в России, прекрасно это видел. Я вначале был обманут вот этой твоей риторикой антипутинской. Хотя ты являешься таким же механизмом путинской пропаганды здесь, Борис. Я тебя лично обвиняю в этом. И при первой же встрече я тебе это в лицо скажу. Обязательно. Вот как Борис заявляет. Те не режут головы. Нет. А как понравилось. Смотрите, как понравилось этому Алику. Вы им уступаете. Я думаю, это вообще огромная проблема, что у нас такой тоталитаризм мышления. Да, тоталитаризм мышления, там все нормально.